Вы смотрите новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Алексей Калиничев. И вот о чем расскажем. В погоне за уходящим поездом. Даже если поезд ушел, надо за этим поездом идти, он где-то остановится. О проблемах с кадастровой стоимостью и использованием земель сельхозназначения расскажет Салават Мухаммадулян. Больше 16 миллионов средств реабилитации республиканский соцстрах выделяет ежегодно. Но теперь наша задача республиканская – поработать над качеством предоставления этой услуги. Чем можно гордиться, а над чем еще работать, на итоговом заседании фонда побывала Юлия Муратова. Итоги года от Госсовета. Мне попал, я срезал, открываю. С какими результатами депутат уходит на новогодние каникулы, узнал Дмитрий Аренин. Предновогодняя встреча с президентом. Была очень милой, душевной и живой. Инсаф спел. И я была очень рада, что я была именно модератором этой встречи. На сказочном шоу главной республиканской елки побывала и Алия Хайрудинова. Владимир Путин усомнился, что у большинства россиян есть ощущение перемен к лучшему. Об этом сегодня в Москве во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил президент России. Владимир Путин подвел итоги реализации нацпроектов в регионах страны. Принял участие в заседании Рустам Минниханов. В числе сфер, где пока не удалось достичь запланированного, президент России назвал показатель снижения смертности в России. Еще одно направление, где требуются усилия, это неритмичность финансирования нацпроектов. Владимир Путин для преодоления основных проблем призвал федеральные власти быть в постоянном контакте с регионами. Мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать, и все это вниз поедет. Далеко не везде, не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов. Даже там, где эти результаты по факту есть. И об этом тоже говорят опросы. Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий. И интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться. Давайте будем иметь это в виду всегда в ходе нашей практической работы. Герой 6 войн. Сегодня из жизни ушел генерал армии Махмуд Гареев. Ему было 96 лет. Добровольцем ушел в рабоче-крестьянскую Красную армию, а в 18 лет уже командовал батальоном. Более 50 лет он прослужил в советской армии, участвовал в Отечественной войне, сражался в составе Западного, Третьего Белорусского и Первого Дальневосточного фронтов. Кроме того, воевал в советско-японской и афганской войнах. Махмуд Гареев 20 лет возглавлял Академию военных наук. Военачальник написал 2 десятка книг, сотни научных работ и статей на тему оборонной мощи страны. Стал доктором военных и исторических наук. Вся его жизнь была посвящена служению своей стране и укреплению боеспособности армии. Он был активным и последовательным защитником исторической правды о Великой Отечественной войне, внес огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Невероятная энергия, упорство в достижении поставленной цели, преданность идеалам и любовь к своей стране снискали Махмуду Гарееву заслуженный авторитет как в России, так и за ее пределами. Светлая память о Махмуте Ахметовиче, человеке уникальной судьбы, навсегда сохранится в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Ментимером Шаймиевым, Фаридом Мухамедшиным, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. Рустам Минниханов поручил эффективнее отстаивать кадастровую стоимость при спорах. Сегодня вместе с президентом подвели итоги и наметили планы на 2020 год в Минземимуществе. В этом году доход за использование муниципального и госимущества 4,5 миллиарда рублей. Почему цифра могла быть еще больше? И что будут делать землями сельхозназначения, расскажет Салават Мухаммадулин. Даже если поезд ушел, надо за этим поездом идти, он где-то остановится. Речь о спорах в кадастровой и рыночной стоимости имущества и земель. Количество таких дел в судах каждый год растет. Страдают отчеты специалистов. Например, выкуп земли при строительстве автомагистрали Шали-Бавлы. Кадастровая стоимость – 1 600 000 рублей. Цена собственника в 35 раз больше. Кадастровая оценка – это просто жулики, которые там нанимают оценщиков,
вводят в заблуждение суды, когда в десятки раз завышают кадастровую оценку. Вообще, вот черный список надо составить этих оценщиков. Один из самых острых вопросов – это земли сельхозназначения. Их, неиспользуемых по всей республике, выявлено 43 тысячи. Это значит, что там просто перекати поле. После проверки 8 тысяч удалось ввести в оборот. От пустующих гектаров страдают и бюджеты, и сами земли. Помочь может опыт Московской области, где за плату меняется вид разрешенного использования земель. Вообще доходы казны от использования муниципального и госимущества 4,5 миллиарда рублей. Поле для роста еще есть. Учет имущества в 27 районах республики ведется подручными средствами. В остальных муниципалитетах установлена разнородная информационная система, которая функционирует где-то в части аренды, где-то в части учета имущества. Есть необходимость в ближайшее время разработать и внедрить единую информационную систему по учету и управлению государственным и муниципальным имуществом. Президент поддержал идею и поручил реализовать ее вместе с Минцифрой. Плюс в 2020-м в республике пройдет кадастровая оценка земель промышленности, а глав районов попросили разобраться с 48 убыточными и 49 закредитованными МУПами. Салават Нухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Ноу-хау против травм на производстве, новое мобильное приложение контроля за выплатами и почти полный переход на электронные больничные листы. Итоги работы за год обсудили сегодня на заседании Фонда соцстраха. Среди вопросов и средства реабилитации для инвалидов. За год их выдали более 16 миллионов, однако были и задержки по компенсации расходов на них. Решена ли проблема, узнавала Юлия Муратова. У Нины Михалевой муж инвалид первой группы. Каждую неделю ему нужен мочеприемник. Женщины жалуются, покупают пока на свои деньги. Это 2500 рублей в месяц. Компенсацию фонд соцстраха обещает, но задерживает. Они говорят, вы покупаете, мы вам вернем деньги. Ничего нет, так и ждем. И таких случаев не один или два. Представители власти соцстрах уже провели несколько круглых столов, чтобы обсудить ГОСТы и финансирование. Надо и встречаться чаще для того, чтобы своевременно выявлять эти проблемы и принимать конкретные меры. Мы провели и проверку наших санаторных учреждений, где проходит реабилитация инвалидов. На данный момент я могу сказать, что все уже заявления у нас рассмотрены в ноябре месяц. Процент отказа составил всего лишь 2,3%. Отказы связаны прежде всего с фальсификацией платежных документов. От бандажей до колясок в год фонд соцстраха бесплатно выдает около 16 миллионов средств реабилитации. Итоги подвели на заседании. Особое внимание пострадавшим на производстве. Половина после лечения выздоровели. Инвалидам помогают трудоустроиться, 800 из них получили автомобили. На средства соцстраха и профилактика травм на производстве. Вот эти вот зеркала установлены в каждом ОБК. Человек, идя на работу, видит себя красивым, молодым, здоровым в зеркале. Ну, такие надписи, они у всех разные. Вот на левом видно, этот человек отвечает за твою безопасность. Этот человек, то есть сам себя видишь. Это пропаганда своего собственного режима безопасности. Это ключевая форма, над которой мы должны работать. Видимо, тот объем, который мы сегодня делаем, он недостаточен. Чтобы травматизм на производстве для нас стал чем-то таким, что вообще невозможно. Больничные будем оформлять? Да. Татарстан лидер по электронным больничным. Их уже выдают почти все больницы. Терять время в очереди с вопросом уже сейчас вы можете на телефон скачать мобильное приложение «Социальный навигатор». Благодаря ему вы можете узнать о всех услугах лично для вас, рассчитать размер пособия и узнать о всех близлежащих социальных объектах. Юлия Муратова, Равзель Гарипов, ТНВ, Казань. Размер субсидий на жилье многодетным семьям не должен зависеть от когда-то совершенных этими семьями сделок по купле-продаже недвижимости. Конституционный суд Татарстана согласился с претензиями отца 11 детей Андрея Орлова и предписал Кабинету министров внести соответствующие изменения в норму правил по выдаче жилищного сертификата многодетным семьям. Суть жалобы заключалась в том, что правила не регламентировали сроки давности совершения сделок. Таким образом, у главы семейства были все основания опасаться, что размер положенной ему субсидии окажется существенно меньше из-за проданной в 2013 году квартиры. А это, по его мнению, а теперь и по мнению Конституционного суда, несправедливо и не соответствует букве основного закона республики.
Результаты позитивные, но впереди работы еще больше. Сегодня на пресс-конференции Фарид Мухаммедшин подвел итоги работы Госсовета в этом году. Как народные избранники взялись за наказы татарстанцев, чем помогут нацпроектам и сможет ли Рустам Минниханов снова выдвигаться в президенты. О главных тезисах встречи Дмитрий Аренин. И в Осиново поехали, и туда поехали, и сюда поехали. Мухаммедшин, ты как не испугался сюда приехать? Почему я должен вас пугаться? Вы наши люди. Не боятся решать проблемы и чаще встречаться с обычными людьми. Главные принципы депутатов Госсовета. В этом году парламентарии получили от татарстанцев более 8 тысяч наказов. Аккумулировали их в документ, разнесли по ответственности министерствам и ведомствам для того, чтобы начать учитывать уже с принятия бюджета на 2020 год. Часть из них попала. Вместе с наказами депутаты будут помогать воплощать и национальные проекты. Надо подготовить проекты, согласовать с населением той или иной территории, в том числе и благоустройство дворов. Отсюда мы идем на федеральный центр, защищаем эти деньги там. Желающих получить эти деньги и участвовать на федеральные средства в этой программе, естественно, полно. Сегодня Фарид Мухаммедшин еще раз подтвердил, по закону Рустам Минниханов может баллотироваться на новый президентский срок. Если у него будет желание, единороссы его выдвинут. Парламента наделяли полномочиями, действующего первого лица, президента, главы. Это была одна форма. Сегодня в законе написано, что всенародно избирается. Поэтому это не противоречит, по мнению наших специалистов и юристов, тезису о том, что 2 срока подряд не избираются. Избираются. И мы будем предлагать Рустаму Нургалиевичу дать согласие на выдвижение. Полную версию пресс-конференции Фарида Мухаммедшина смотрите на нашем канале в это воскресенье в программе «Закон, парламент, общество». Дмитрий Аренин, Алмаз Зиеддинов, ТНВ, Казань. В Казани сегодня наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары Татарстана». Десятки предприятий и предпринимателей выставляют свои самые новые перспективные продукты, чтобы получить звание лучшего. Одним из призеров стала компания «Таиф НК». От лучшей посуды до биологически активных добавок, от компьютерных программ до средств от пожара. Сегодня награждают авторов самых полезных людям товаров этого года. Радует, что наряду с промышленными производителями и производителями продуктов питания к конкурсу все активнее подключаются предприятия, которые оказывают различные услуги. Таиф НК. Один из примеров — компания Таиф НК. Бензин марки АИ-95 оценили в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Получение диплома в данной номинации – это престижно, приятно. АО «Таиф НК» ежегодно становится лауреатом и дипломантом республиканских и федеральных этапов конкурса. Так, в 2014 году ее лаборатория завода бензинов тоже становилась дипломантом этой номинации. На конкурс были представлены лабораторные испытания соответствия пробы нефти высоким требованиям. В этом же году компания получила и специальный знак отличия «Лидер качества Татарстана» – высшую награду конкурса. Для Таиф НК это считаемо заслуженная оценка нашей деятельности. Продукция Таиф НК, она конкурентна, пользуется большим спросом, в соответствии с тем стандартам, которые предъявляются внутри Российской Федерации и за рубежом. Год от года качество их продукции подтверждают независимые эксперты. И Таиф НК стабильно лауреат и дипломант как конкурса «Лучшие товары и услуги республики», так и 100 лучших товаров России. Очень полезно и важно отметить, руководители предприятий ценят и занимаются качеством своей продукции, понимают, что только качественная продукция позволяет завоевать рынок и позволяет им быть конкурентоспособным. А это, в свою очередь, означает, что предприятие в дальнейшем будет развиваться. Этому помогают и новые технологии, как на производстве, так и в системе управления, что приводит не только к стабильно высокому качеству продукции, но и к инновационному потенциалу компании. В Татарстане объявили 100 лучших работников АПК. Церемония награждения прошла сегодня в Минсельхозе. Победители получили премии в размере 100 тысяч рублей. Отрасли очень нужны квалифицированные кадры, которые умеют повышать эффективность сельскохозяйственного производства, прозвучало со сцены. Данный конкурс очень стимулирует работу ветеранных специалистов. И не только ветеранных специалистов, работу всех работников агропромышленного комплекса. Они стремятся достичь новых высот, и поэтому работу производят свою ответственно и добросовестно.
Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Ключи от счастья. Семья расширяется все больше и больше, поэтому и квартира, и жилье очень нужно было, мы очень рады. Сегодня в Лаишево 62 семьи получили ключи от новых квартир. Радость новоселов разделил и Рамиль Галиулян. Предновогодняя встреча с президентом. Была очень милой, душевной и живой. Инсаф спел. И я была очень рада, что я была именно модератором этой встречи. На сказочном шоу главной республиканской елки побывала и Алия Хайрутдинова. На позитиве встречает 2020-й предприниматели Татарстана сегодня в Торгово-промышленной палате республики с участием первого вице-премьера Рустама Нигматуллина подвели итоги года. Самым выдающимся бизнесменам вручили премию имени Александра Таркаева. Все 5 лауреатов – представители Закамья. Медаль имени Александра Никитича Таркаева. Действительно, республика в пятерке как минимум российских регионов передовиков по экономике. Строительство мусоросжигательного завода, абонементы на парковку, где будет новая волна 2020 и копия знаменитой бани в Дербышках. Десятки вопросов за 1 час задали журналисты Ильсуру Медшину. На итоговой встрече поделился мэр столицы и своей новогодней мечтой. Какой, расскажет Зарина Ахметова. На сегодняшний день 2717 домов за 11 лет существования программы капитально отремонтировали. Это почти как Челны, отметил Ильсур Медшин. Плюс дворы, школы, детские сады, поликлиники, стационары, дома культуры. На рекорд вышли по дорожному строительству. На это более 7 миллиардов рублей. Много работы по созданию Большого Казанского кольца. На следующий год, надеемся, первый пусковой комплекс из 800 метров с развязкой мы завершим и пустим трамвайное движение. Еще вопрос. Строительство мусоросжигательного завода. Как рассказал Ильсур Медшин, без соблюдения проекта он не будет введен в эксплуатацию. 2 его старших сына сейчас претендуют на дом Васинова. Там же мэр за свои деньги планирует установить лабораторию для учета выбросов. Чтобы была стационарная станция, и мы ее введем до пуска завода, с тем, чтобы мы видели в режиме реального времени количество сегодняшних выбросов и когда завод в эксплуатацию. Работает руководство города и над раздельным сбором отходов. В следующем году планируют установить больше фандоматов. А вот в вопросе платных парковок Казань ориентируется на Москву. Водители, которые прячут номера, со временем тоже хотят эвакуировать. Будет ли введена какая-нибудь форма абонементской платы или абонементского пропуска для местных жителей, чтобы они могли парковаться, допустим, с вечера до утра бесплатно на этих местах? Конкретно каждая улица, каждый социальный объект мы в режиме диалога рассматриваем. Напомнили Ильсуру Медшину и про баню в Дербышках, которой жители пользовались с 50-х годов. По словам мэра, спасти объект было уже невозможно. Сейчас власти думают над тем, чтобы воссоздать копию фасада. Мы в фасаде жилого дома полностью повторим фасад бывшей бани. То есть вот визуально это будет, она будет стоять. Впереди у Казани столетие ТАССР. С 75-летия Великой Победы новая волна. С местом проведения международного фестиваля организаторы почти определились. Пока рассматривается Татнефть-арена, поскольку там больше 5000 можно совершенно спокойно посадить. Какое желание загадает мэр во время боя курантов? Ильсур Медшин рассказал. Его мечта на предстоящий год – реализовать проект строительства завода по переработке мусора. Зарина Ахметова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С Новым годом, с новым счастьем. Сегодня в Лаишево новоселье отпраздновали 62 семьи. Новостройку заселили по программе соципотеки. Все квартиры в чистовой отделке. Рамиль Галиулян о квадратных метрах под Новый год. Лучше подарка нету на Новый год, это новая квартира. Этого момента ждали 4 года и с нетерпением. Сегодня ключи от заветной трешки получила семья Давыдовых. Затягивать с переездом не собираются. Новый год отметят уже в новой квартире. Для нас это как бы подарок, новогодний подарок, что мы получили эту квартиру, так долго ждали, мечтали. И у нас все-таки сбылась эта мечта к Новому году. Мы же примерно план построили. Вот здесь у нас будет кухонный гарнитур, здесь.
У семьи Шарафеевых хоть и двушка, но радости не меньше. Уже думают, как обставят 56 квадратов. Говорят, раньше приходилось ютиться в съемной квартире. У нас уже родился второй ребенок, пока ждали эту квартиру. Семья расширяется все больше и больше, поэтому и квартира, и жилье очень нужно было. Мы очень рады. Новую девятиэтажку местные жители уже успели назвать небоскребом. Дело в том, что теперь это самое высокое здание в Лаишево, и его видно со всех районов города. Застройщик дома Госжилфонд. Здесь 62 квартиры. Все выполнены в чистовой отделке. Высотка построена по программе соципотеки. Среди новоселов бюджетники и дети-сироты. Программа соципотеки, которая реализуется в республике уже многие-многие годы, это серьезное подспорье любой семье, да, в решении жилищного вопроса. Ну и, конечно, наши ребята из категории детей-сирот, детей без попечения родителей, для них это просто подарок, скажем так, от республики. Мы здесь же планируем построить X-Рим-парк в рамках развития общественных пространств. В следующем году в Лаишево появится Ледовый дворец, молодежный центр, X-Рим-парк и другие значимые, необходимые, нужные объекты для нашего населения. Программа соципотеки работает в Татарстане с 2005 года. В 2019-м по ней сдано 107 домов. Ключи от новых квартир получили больше 5000 татарстанцев. Рамиль Галиуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Лаишевский район. Сегодня Минэкономики в Казани подвело итоги республиканского конкурса среди журналистов. 15 номинаций, 15 победителей. Всего было прислано чуть менее 60 работ. Репортажи сразу 3 корреспондентов дирекции информационных программ ТНВ отмечены дипломами и ценными подарками. Это Гульнас Сайфуддинова, Фейруза Мазитова и Алия Хайрудинова. Министр экономики отметил, благодаря тесному взаимодействию Татарстан успешно прошел пилот специального налогового режима по самозанятым. Еще раз вам слова благодарности. Я прошу вас и в дальнейшем самые лучшие успехи наших татарстанских предпринимателей, гордясь ими, показывать всему сообществу. Будь то Татарстан, будь то район, будь то муниципальное какое-то образование, или же когда мы выходим на федеральную повестку. Лучшие практики, так же как и у лучших героев, в которых мы всегда чувствуем, их нужно показывать. Нужно просто начать наводить порядок. Итоги первого года работы нацпроекта по повышению производительности труда. Какие предприятия показали ошеломляющий рост? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Когда в объективе «Война» сегодня в Казани открылась фотовыставка работ добровольца Великой Отечественной войны, фотографа и журналиста Анатолия Архипова. Кадры тяжелой жизни солдат, быт тыловиков, фрагменты сражений и триумфальные фото на фоне Рейхстага. Выставка, созданная по инициативе Российского фонда культуры, насчитывает более 100 фотографий и будет колесить не только по городам России, но и зарубежья. Эти фотографии словно маленькая жизнь. В каждой есть своя история, иногда трагедия. Сегодня на открытие выставки Анатолия Архипова пришли и очевидцы тех событий. Достиг я многих лет сегодня, но сладких юных лет я не забываю. Вот эта выставка меня как раз напоминает о моей молодости. Выставка, открытая в Приволжской академии спорта, как фото-летопись тех событий. Создана под пулями добровольцем, талантливым фотографом и журналистом Анатолием Архиповым. Здесь кадры тяжелой жизни солдат, быт тыловиков, фрагменты сражений и триумфальное фото на фоне Рейхстага. Экспозиция создана по инициативе Российского фонда культуры. Это мы нашли архив, находящийся в семье в Москве. 70 лет он лежал дома. Вот сейчас впервые они дали нам 200 фотографий, 200 негативов для того, чтобы сделать эту первую выставку. На этих фото кровь, слезы и печаль. Их автор Анатолий Архипов был не просто очевидцем, а участником войны. Глядя на некоторые работы, люди останавливаются и долго о чем-то размышляют. Нет ни одной семьи в стране почти, где бы не участвовал кто-то, дедушка или прадедушка, в боевых действиях. Вот, поэтому мне эти фотографии напоминают фотографии с альбома. Очень рада, что вот о войне мы можем узнать только из фотографий, к счастью большому. И что сейчас мы живем в таком красивом мире. Увидеть эту выставку, притом совершенно бесплатно, может абсолютно любой желающий. Сделать это можно до 30 декабря, после чего она станет передвижной и отправится уже по городам России и зарубежья. Причем города эти выбраны совершенно не случайно. Каждая точка на карте этой выставки так или иначе связана с событиями Великой Отечественной войны. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань.
Под Новый год подарки маленьким пациентам, праздничное настроение ребятам, которые проходят лечение в ДРКБ, сегодня подарил банк «Аверс». Новогодние песни в хороводе, веселые танцы со зверушками и увлекательные игры. У маленьких пациентов ДРКБ и их родителей сегодня по-настоящему красочный и веселый праздник. Новогоднее настроение уже несколько лет дарит банк «Аверс». Очень весело, очень нравится. Разноцветные шары, веселое настроение. Поздравил детей и главный зимний волшебник. Ребята на ушко загадали Деду Морозу самые заветные желания. Я заказала Деду Морозу для урока биологии микроскоп. Такого хомячка, который он прыгает. Детки, которые находятся в стационаре, тем более предновогодние дни, это большая радость для нас и для них особенно. Поэтому это всегда очень ценно для нас и для наших маленьких пациентов. Мы от всех нас еще раз благодарим банк «Аверс». После новогоднего представления каждому малышу сладкий подарок. Их ребятам вручили сотрудники банка. А для игровых комнат при отделениях ДРКБ передали настольные игры. Рустам Минниханов воплотил в жизнь мечту мальчика из Казани. Накануне в Госсовете президент Татарстана снял с елки письмо 11-летнего Амирхана Садыкова. В нем он написал, что очень хочет покататься на вертолете. Сегодня желание ребенка исполнилось. Перед полетом мальчик обошел вертолет и потрепал его обшивку, а после отправился в путешествие над столицей вместе с президентом. Фотографию салона воздушного судна Рустам Минниханов выложил на своей страничке в соцсети. Исполнил мечту одного и поздравил тысячи маленьких татарстанцев. Сегодня Рустам Минниханов открыл главную елку республики. Детям вход за особые успехи в учебе, спорте, общественной жизни. Посмотреть на главное новогоднее представление смогли и дети из многодетных семей, и инвалиды. Новогоднюю сказку увидела и Алия Хайрудинова. Салям-салям! Его не слепят софиты, его любят камеры, его ждут зрители канала Шаян ТВ. Это Инсаф Ганибаев. Он любит петь. В его копилке 2 первых места на конкурсах «Идель» и «Созвездие Йылдызлык». И вот мечта в руках – билет на президентскую елку. Волнение есть, но без волнения никуда. А это Амир Ахмедшин, суворовец и сын погибшего в Сирии героя России. Он тщательно чистит свой китель. На встрече с президентом все должно блистать. Я когда вырасту, я хочу поступить в Михайловскую высшую военную академию, артиллерийскую. Стать артиллеристом, как папа. До праздничного шоу полчаса. У Рустама Минниханова пресс-конференция с самыми юными и талантливыми. Именно там узнают любимые конфеты президента – шоколадные. Он сказал, что он хочет быть побольше семьей, что он хочет поплавать в бассейне. Он там написал на листочках трехзначные числа, я их складывал. На сцене ледовая сказка-мюзикл «В поисках тайного города». Здесь героев татарских сказок можно встретить на столичных улицах, а спокойствие города в лапах знаменитых казанских котов. Поздравил всех президент. Сегодня мы лидеры в России по многим показателям. Смело реализуем масштабные и амбициозные проекты в различных отраслях. Уверен, вместе с вами мы добьемся новых успехов. Мы верим в будущее Татарстана. Яблоку негде упасть. Более 8 тысяч детей, чтобы сюда попасть. Они заполняли специальную анкету, и каждый из них в чем-то талантлив. Меня зовут Белов Александр. Как ты здесь? Почему ты здесь? Я занимаюсь спортивной гимнастикой более 10 лет. И как успехи? Очень хорошо. Я кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. А после самое приятное, долгожданное, сладкий подарок. В этом году он в форме мягкого белого барса. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Больше новостей в наших социальных сетях, ВКонтакте и Инстаграм. Далее о погоде и до новых встреч. Всего вам доброго. Начните эту зиму с «Лада». 3 дилерских центра «Лада Канавто» усиливают новогодние предложения и делают финальную распродажу года автомобилей «Лада». Звоните и узнавайте максимальную выгоду. Телефон 230 30 30. Чему удивляется кот?
Покупайте подарки на faberlic.com. Здравствуйте! Время прогноза погоды на ТНВ. В студии София Егорова. Вашему вниманию полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2 167 166 или приходите Казань, Восстание 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево весь день будет пасмурно, но без осадков. Минус 8-9 градусов. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге пасмурно, без осадков. Днем довольно сильно похолодает, до минус 11-12 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачно, но без осадков, до минус 12. В Арске, Кукмаре и Балтаси солнца не будет видно из-за облаков. Минус 10-11 градусов. В Болгарах, Дрожжином и Буинске небо также затянет облаками. Минус 8 градусов. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше будет пасмурно. Днем 9-11 градусов ниже 0. Морские деликатесы от магазина «Азбука океана» ждут вас ежедневно с 8 до 20 часов по адресам в Казани. Московская, 48, торговые центры Бахетле, на Павлюхина, 57 и Ямашева, 48. Рыба от сельди до семги и сибаса. Икра красная и черная. Морепродукты от креветок до мидий и осьминогов. Все по очень выгодным ценам. Где? В Азбуке океана. На Московской, 48, а также в торговых центрах Бахетле, на Павлюхина, 57 и Ямашева, 71А. В Казани будет облачно. Осадки не ожидаются. Днем около 9 градусов ниже 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление чуть выше нормы. Влажность воздуха повышенная. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.